Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Утром 7 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой с целью сдачи в эксплуатацию ряда важных объектов, встречи с жителями и ознакомления с ходом работ по созиданию и благоустройству во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан прибыл в Хувалинский район Хаталонской области. Славные жители Хувалинского района встретили лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с большой теплотой и воодушевлением. Утром 7 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой с целью сдачи в эксплуатацию ряда важных объектов, встречи с жителями и ознакомления с ходом работ по созиданию и благоустройству во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан прибыл в Хувалинский район Хатлонской области. Славные жители Хувалинского района встретили лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с большой теплотой и воодушевлением. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, проявил интерес к искусству выпечки лепешек местными хозяйками и призвал их к сохранению особых национальных традиций, привлечению молодых девушек к освоению искусства выпечки лепешек. Хувалинский район имеет богатую разнообразную историю. В период государственной независимости при постоянной поддержке президента страны получил большее развитие. В рамках подготовки к достойной встрече 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан облик района коренным образом преобразился. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хувалинском районе сдал в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 4 в селении Лахути. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хувалинском районе сдал в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 4 в селении Лахути. Учреждение построено в соответствии с современными требованиями в рамках начинаний по благоустройству в знак поддержки созидательной политики президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, во имя достойной встречи общенационального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В ходе ознакомления с условиями этого храма науки и просвещения главу государства проинформировали, что учебное заведение состоит из 13 классов и рассчитано на 920 учащихся в 2 смены. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел свободную и искреннюю беседу с учащимися этой школы и отметил, что высшее руководство государства и правительства страны в годы государственной независимости приняло ряд мер для создания благоприятных условий для учебы и воспитания. В этом направлении достигнуты заметные результаты. Подрастающему поколению необходимо эффективно использовать созданные условия, изучать современные науки, чтобы в дальнейшем вложить свой достойный вклад в развитие независимого Таджикистана. Среднее общеобразовательное учреждение номер 4 селения Лахути состоит из 2 этажей и наряду с компьютерным, химическим, биологическим и физическими классами имеет просторный спортивный зал, оборудованный тренажерами для тренировок и физической закалки школьников, актовый зал на 200 мест для проведения различных мероприятий и столовую на 60 мест. Строительные работы на этом объекте, где рабочими местами и хорошей заработной платой было обеспечено более 90 местных специалистов, начались в сентябре 2018 года. Старая школа селения Лахути была построена еще в 70-е годы прошлого века и рассчитана на 240 учеников, но в ней обучались 426 человек. Принимая во внимание эту проблему за короткий срок, при поддержке правительства страны и участия патриотически настроенных жителей, было построено современное учебное заведение, что позволило устранить имеющиеся трудности. Отныне дети 2 селений Джамуата Лахути Хувалинского района будут учиться в просторных и оснащенных всем необходимым классах. Учителя, школьники и их родители выразили благодарность главе государства, который уделяет постоянное внимание и проявляет заботу о развитии сферы образования. Преподаватели заявили, что, используя созданные условия для учебы и воспитания, они будут вносить свой вклад в дело формирования молодого поколения в духе патриотизма и самосознания. Учителя и школьники назвали открытие нового современного среднего общеобразовательного учреждения
Подарком основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона накануне празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Храм науки и просвещения, где подрастающее поколение будет осваивать знания, еще больше украсил одно из отдаленных селений страны. В рамках рабочей поездки в Ховалинский район Хатулунской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Лахути Джамуата Лахути сдал в эксплуатацию центр обслуживания, возведенный на площади 150 квадратных метров. В рамках рабочей поездки в Ховалинский район Хатунской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Лахути Джамуата Лахути сдал в эксплуатацию центр обслуживания, возведенный на площади 150 квадратных метров. Лидеры нации проинформировали, что центр обслуживания построен местными предпринимателями в рамках объявления 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел. Здание состоит из 2 этажей. В нем созданы условия для изготовления одежды, возрождения народных ремесел и других видов обслуживания населения. На первом этаже здания находится выставочный зал для продажи одежды, зал народных ремесел, парикмахерская и столовая. В другой его части на продажу выставлены школьная, медицинская, военная форма и национальная одежда. На втором этаже центра обслуживания находится швейный цех. Цех оснащен 30 швейными машинами и другим необходимым оборудованием. В цехе работы и хорошей заработной платой будут обеспечены более 30 местных женщин и девушек. Как сообщили ответственные лица, до сдачи в эксплуатацию этого центра 10 женщин и молодых девушек селения Лахути были направлены в столицу для прохождения краткосрочных курсов по шитью. В ходе ознакомления с условиями центра обслуживания лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил качество выполненных работ и посчитал достойной похвалы инициативу предпринимателей. Глава государства призвал женщин-мастериц вносить свой вклад в возрождение народных ремесел и обучение молодых девушек. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Лахути Ховалинского района также официально открыл региональную больницу номер 2. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Лахути Ховалинского района также официально открыл региональную больницу номер 2. Объект состоит из 2 этажей и подвального помещения. Строительные работы на сумму 1,2 миллиона самани были выполнены местными предпринимателями. В ходе строительных работ более 20 специалистов и рабочих из числа местной молодежи были обеспечены работой и хорошей заработной платой. Как было отмечено, в подвальном помещении региональной больницы номер 2 находится лаборатория, физиотерапевтические и зубопротезные кабинеты. На первом этаже находятся рабочие кабинеты, кабинеты для проведения обрезания, ультразвуковой кабинет, кабинет для диагностики женских болезней и регистратура. На втором этаже расположены кабинеты семейного врача, дневного лечения взрослых и детей с 13 койками. В ходе ознакомления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посчитал достойным похвалы инициативу местных предпринимателей и призвал работников сферы здравоохранения эффективно использовать созданные условия в больнице и улучшать обслуживание населения, вносить свой вклад в обеспечение здоровья общества. В сельском Джамуате Лахути Ховалинского района с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сдано в эксплуатацию новое административное здание. В сельском Джамуате Лахути Ховалинского района с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сдано в эксплуатацию административное здание. Как было отмечено, здание построено в соответствии с современными требованиями за счет средств местных предпринимателей. Проект объекта был представлен государственным унитарным предприятием Лойхакаш Ховалинского района, а работы выполнены методом хашара. Новое административное здание сельского Джамуата Лахути построено
устроено в рамках достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Оно обеспечено необходимым оборудованием, в нем созданы все условия для эффективной деятельности. Стоит отметить, что объект состоит из 2 этажей. На первом этаже находятся рабочие кабинеты, на втором – зал заседания, на 50 посадочных мест и другие вспомогательные помещения. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с рабочими кабинетами высоко оценил качество строительных работ, дал конкретные поручения и указания по улучшению деятельности работников. После полного ознакомления с новым административным зданием сельского джамуата Лахути Хавалинского района лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил жителей и работников сельского джамуата со сдачей в эксплуатацию этого объекта и напутствовал их на плодотворную реализацию политики руководства государства и правительства Республики Таджикистан и самоотверженное выполнение возложенных на них задач. Здесь лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие в обряде хат-насур для более 40 детей из малоимущих семей, организованной местными предпринимателями. Детям была оказана материальная помощь и вручены подарки. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также посетил выставку сельхозпродукции и ознакомился с ходом выращивания сельскохозяйственных культур в коммерческом кооперативе «Суруш-1» в селении Дороб джамуата Джомбахт. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также посетил выставку сельхозпродукции и ознакомился с ходом выращивания сельскохозяйственных культур в коммерческом кооперативе «Суруш-1» в селении Дороб джамуата Джомбахт. На выставке сельхозпродукции были широко представлены достижения жителей дихканских хозяйств и других земледельцев Ховалинского района. В ходе ознакомления с выставкой лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из 4 стратегических целей государства и правительства Республики Таджикистан. Вклад трудящихся Ховалинского района в достижение этой цели весом. Было отмечено, что за 6 месяцев текущего года в Ховалинском районе во всех формах хозяйствования произведено сельхозпродукции в объеме 16 миллионов 577,3 тысячи сомони, что по сравнению с этим же периодом прошлого года больше на 4%. На выставке земледельцы выставили образцы различной продукции, собранной на пассивных площадях этого благодатного региона. В 2018-2019 годах земледельцы Ховалинского района по напутствию главы государства в направлении эффективного использования земли осуществили осенний и весенний сев с учетом рекомендаций специалистов на площади 8161 гектар и получили желаемый урожай. Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что трудящиеся Ховалинского района в текущем году произвели 751 тонну картофеля, 146 тонн овощей, 302 тонны мяса, 1709 тонн молока, 2,6 тонны коконов, более 7276 тонн грубых кормов для животных. Сбор урожая в настоящее время продолжается. Ховалинский район своими вкусными фруктами и экологически чистым и лечебным медом сегодня славится не только в стране, но и за ее пределами. На сегодняшний день площадь подсады достигла 3042 гектаров, из которых 87 гектаров виноградники. Садоводы района в прошлом году из 1630 гектаров урожайных садов произвели и выставили на продажу 6000 тонн фруктов. Трудящиеся района, принимая меры по эффективному использованию предгорий, ежегодно увеличивать площади под сады. В этом году были созданы новые сады на площади 137 гектаров. В ходе ознакомления главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, с выставкой также был отмечен вклад пчеловодов в развитие сельскохозяйственной сферы. В настоящее время число пчелиных семей в районе достигло 4143 единиц. Ежегодно в районе производится до 60 тонн качественного меда. В текущем году пчеловоды получили 35 тонн меда и намерены с полным сбором продукции довести этот показатель до 70 тонн. В последние годы в Ховалинском районе большое внимание также уделяется рыбоводству. На данный момент в бассейнах площадью 6 гектаров выращиваются различные виды рыб – сазан, белый амур, форель и другие. В ходе ознакомления с видами рыб, выставленных на показ дихканским хозяйством Мехринигор, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал поручение ответственным лицам принять дополнительные меры для большего развития сферы и увеличения производства рыбной продукции. На выставке также были представлены
представлены породистые животные. Было отмечено, что в течение 3 последних лет поголовье крупного рогатого скота достигло 23 390 голов, мелкого скота – 33 298. Лидер нации в ходе ознакомления с уголком породистых животных дал указание увеличить поголовье и расширить их выращивание в районе. В ходе ознакомления президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с коммерческим кооперативом «Суруш-1» Ховалинского района было отмечено, что хозяйство было создано в 1994 году на площади 5 гектаров, а в настоящее время располагает более 20 гектаров земли. Из общей площади земель кооператива 10 гектаров составляют поливные земли, 9 гектаров багарные и 2 гектара пастбища. Трудящиеся коммерческого кооператива «Суруш-1» в основном занимаются земледелием и садоводством. В текущем году они на 5 гектаров посадили картофель, отличающийся хорошей вегетацией. Земледельцы намерены собрать по 300 центнеров урожая. В ходе ознакомления с работой овощеводов этого кооператива глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ценные советы по эффективному использованию земли, севу и выращиванию подходящих по климатическим условиям района культур и подбору урожайных семян. Было отмечено, что трудящиеся кооператива имеют хороший опыт и по выращиванию других культур, в том числе зерновых, технических культур, лука. В кооперативе более 10 человек обеспечены рабочими местами. Глава государства в ходе ознакомления с деятельностью коммерческого кооператива «Суруш-1» Ховалинского района обязал ответственных лиц наращивать объем производства сельхозпродукции и эффективно использовать поливные земли. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в Ховалинский район Хатлонской области сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха этого района, на территории которого расположены постаменты государственного герба и государственного флага. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в Ховалинский район Хатлонской области сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха этого района, на территории которого расположены постаменты государственного герба и государственного флага. Объект построен согласно архитектурному плану на площади 2,35 гектара при финансировании местного исполнительного органа государственной власти и при вкладе предпринимателей района с учетом современного дизайна. По информации ответственных лиц, строительные работы на объекте выполнялись в течение года открытым акционерным обществом «Спецтехника» с привлечением более 60 специалистов и местных строителей. Как был проинформирован лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, парк культуры и отдыха с учетом государственного герба и государственного флага возведен на сумму 1,5 миллиона в Сомони в центре Ховалинского района. После сдачи парка в эксплуатацию район приобрел красивый облик. Также в этой живописной и благоустроенной местности лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию государственный герб Республики Таджикистан высотой 24 метров. Государственный герб был воздвигнут в знак уважения к национальным святыням и государственным символам. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, во время посещения парка рядом с государственным гербом сдал в эксплуатацию государственный флаг Республики Таджикистан, поднятый на высоту 53 метров. По информации ответственных лиц, ширина государственного флага составляет 7 метров, а длина 14 метров. В ходе ознакомления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ в парке культуры и отдыха района и отметил, что открытие государственного герба и государственного флага в центре района будет способствовать формированию чувства гордости у молодого поколения страны. Следует отметить, что парк культуры и отдыха Ховалинского района сдан в эксплуатацию с государственным гербом и государственным флагом в честь достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В парке для отдыха жителей и гостей района установлено 58 осветительных ламп, 1 фонтан, 30 скамеек для отдыха, 3 арки, оснащенные цветными лампами, а также 500 разбрызгателей для озеленения площади объекта. С учетом проекта внутри парка на общей площади 7,5 тысяч квадратных метров находятся тротуары, озеленена площадь 18 тысяч квадратных метров. Для придания парку красоты посажено 200 тысяч сезонных цветов и 400 саженцев тенеобразующих
цветущих и декоративных деревьев. В ночное время парк приобретает своеобразную красоту. Жители и гости могут свободно прогуливаться по нему и отдыхать, поскольку парк культуры расположен рядом с местным исполнительным органом государственной власти и имеет возможность обеспечить досуг жителей района. С учетом этого парк является достойным подарком жителям Ховалинского района по случаю празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре Ховалинского района Хатлонской области сдал в эксплуатацию небольшую спортивную площадку, построенную на территории 800 квадратных метров. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре Ховалинского района Хатлонской области сдал в эксплуатацию небольшую спортивную площадку, построенную на территории 800 квадратных метров. Как было отмечено, объект построен Федерацией футбола Таджикистана в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан с привлечением более 20 местных строителей. Спортивное сооружение рассчитано для занятий футболом и имеет наилучшие условия. Футбольное поле в Ховалинском районе построено с использованием современного дизайна в соответствии с требованиями строительства, где установлено 35 небольших осветительных приборов. Кроме того, для придания красоты вокруг объекта посажены декоративные и тенеобразующие деревья, а на площади 60 квадратных метров красивые сезонные цветы. В ходе ознакомления со спортивным сооружением лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ и назвал его наилучшим подарком для детей и молодежи Ховалинского района. Также глава государства призвал представителей будущего поколения страны и спортсменов района широко использовать созданные государством и правительством Республики Таджикистан возможности для всестороннего развития этого вида спорта в республике. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре Ховалинского района поднятием покрывала с мемориальной доски открыл новое здание молодежного центра, построенное в соответствии с современным дизайном на общей площади 1200 квадратных метров. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре Ховалинского района поднятием покрывала с мемориальной доски открыл новое здание молодежного центра, построенное в соответствии с современным дизайном на общей площади 1200 квадратных метров. Строительные работы на объекте начались в мае 2018 года и завершены обществом с ограниченной ответственностью Кудрат Дангаринского района с высоким качеством в соответствии с современными нормами в особом национальном стиле. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил проделанную работу, дал ответственным лицам полезные рекомендации и указания по целевому использованию нового объекта. Здание состоит из 2 этажей и подвального помещения. На первом этаже находится секция по изучению иностранных языков, в том числе русского и английского, информационных технологий и актовый зал на 50 мест. Созданные в новом объекте условия будут способствовать привлечению молодежи к изучению языков, освоению тонкостей современных технологий и проведению различных мероприятий. На втором этаже здания расположены рабочие кабинеты, точки обслуживания, кружки по изучению народных ремесел и библиотека. В подвальном помещении молодежного центра разместились столовая, салон красоты, парикмахерская, ювелирная мастерская, другие точки обслуживания. Открытие современного здания в центре Ховалинского района устранит имевшиеся ранее проблемы молодежи и заложит основу для дальнейшей плодотворной деятельности. В новом центре созданы широкие возможности, что является свидетельством постоянной заботы государства и правительства Республики Таджикистан по отношению к молодежи. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал ответственных лиц с использованием достойных условий воспитать молодежь в духе самосознания, патриотизма и самопознания, чтобы она в будущем обрела достойное место в обществе и внесла свой вклад в укрепление государственности и независимости, в развитие и прогресс любимой Родины. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Ховалинском районе ознакомился с выставкой народных ремесел и туризма. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Ховалинском районе ознакомился с выставкой народных ремесел и туризма. На выставке в честь годов развития села, туризма и народных ремесел был представлен уголок туристических возможностей Ховалинского района и карта туристических маршрутов. На выставке был представлен проект концепции развития туризма района на 2019-2025 годы, в том числе экотуризм в Ховалинге, где представлена информация об исторических
сельских местностях и богатой природе этого района. На выставке широко представлены природные, исторические и культурные богатства Ховалинга, являющегося туристическим центром и одним из древних красивых уголков таджикской природы. Необходимо отметить, что в Ховалинском районе возрождены и развиваются многие виды ремесел, таких как ювелирное и кузнечное дело, изготовление дутара, деревянных тарелок, плеток, плетение корзин, изготовление рафиды, круглая плоская подушка для приклеивания лепешек к стенкам танура, вышивка чакан, вышивание золотом, вязание носков, ковроткачество. Образцы народного ремесла были представлены в каждом уголке выставки. На этом мероприятии также заботливые хозяйки выставили десятки видов национальных лепешек, в том числе чапути, фатир, кульча, гирдача, урзук, национальные блюда, такие как умоч, ширкадуш, шакароб, курутоп, шавля, ширбиринч, приготовленные с большим мастерством. Выставку украсили достижения профессиональных ремесленников, что свидетельствует о древней истории этого живописного уголка страны. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с продукцией ремесленников и мастериц женщин и девушек Ховалинского района высоко оценил прогресс приготовления национальных блюд и лепешек. С целью привлечения внимания к изучению национальных ремесел напутствовал молодых девушек к их пропаганде среди общества. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.